Но я сама вот удивляюсь, да, дети как-то вот очень легко проходят адаптацию. Может, эта музыка помогает. Вы вспомните тот день, когда вы для себя вот поймали эту мысль, да, я на своем месте. Будете вспоминать, в какой школе работали, с какими детьми работали, и с какими, ну, как бы, людьми общались. Вот это, в этом ваше счастье, он так говорил. Редко встретишь такую маму, поддерживающую. И все рэперы, вот эти все киберспортсмены. У нас дома всегда было очень много друзей наших детей. Что важное, самое главное в вашей работе? Но я считаю, что любовь к детям. Раиса Васильева родилась в селе Балыктах Усть-Алданского района. В 1972 году окончила физико-математический класс Тайбахойской школы Сунтарского улуса. По образованию педагог, учитель начальных классов. В Высшей школе музыки работает с 1998 года. Заслуженный работник образования республики, почетный работник общего образования Российской Федерации, отличник образования Республики Саха-Якутия, стипендиат Международного детского фонда «Дети Азии». Награждена знаком «Гражданская доблесть». Считает, что музыка способствует разностороннему развитию личности. Раиса Ильична, добрый день. Добрый день. Рада вас видеть в нашей студии. Спасибо. Вы в школе музыки проработали 25 лет. Ну, оказывается, я сегодня вот, когда вы написали, я только-только посчитала, что уже четверть века я посвятила Высшей школе музыки. Четверть века. И хотелось бы поговорить вообще не только про образовательный процесс, да, но и про вас в числе, как вы существуете, как вы работаете, как вы подпитываетесь всей этой энергией, да, ну и об изменениях, которые вы ощущаете, чувствуете. Вообще, вот тогда, когда все зарождалось, это 93-й год был? 93-й год. Вы пришли спустя 5 лет, да? Тогда были введены как раз-таки вот бакалавриат, да, высшее уже учебное заведение, если раньше была десятилетка, да? Вот какие еще изменения вы претерпели, вы почувствовали, и как менялась Высшая школа музыки? Ну, сегодня вот Высшая школа музыки является кузницей профессиональных музыкантов. Она является единственным вузом в Дальневосточном регионе. У нас очень такая интересная система образования. Мы начинаем с 7 лет и выпускаем через 16 лет высокопрофессиональных дипломированных музыкантов. В этом и отличие. И по этому направлению сейчас очень много у нас творческих проектов, не только республиканских, но и международных. И в последнее время вот наш ректор Надежда Михайловна вплотную занимается именно международной деятельностью. Сейчас это очень актуально, потому что сейчас требования высшим учебным заведениям очень жесткие. Мы проходим, как все учебные заведения, мониторинг эффективности, отчитываемся перед Министерством образования России, перед нашим правительством, да, и поэтому таких моментов очень много. Но действительно, соглашусь, Высшая школа музыки — это кузница кадров, да, и с появлением Высшей школы музыки вообще весь музыкальный фонд изменился, да, по всей республике. И очень много ансамблей стало, очень много коллективов. Ансамбль наших скрипачей, да, виртуозы Якутии, которые уже путешествуют по всему миру. Это и композиторы вышли оттуда. Ну и филармония государственная. Филармония государственная оттуда, именно основана на наших выпускников. Вы говорите, на Дальнем Востоке она одна из крупных, да? Из других регионов приезжают учиться? Ну, из других регионов у нас приезжают из Хабаровска. Были обучающиеся из Магадана, учились у нас из Японии, прошли стажировки из Америки, из Канады, из Китая, из Кореи. Поэтому сейчас еще мы ожидаем студентов. Вот буквально на прошлом месяце Надежда Михайловна, вот наша школа подписала договор с Китаем.
Поэтому мы ждем студентов из Китая. А как преподавательский состав готов к потоку иностранных студентов? Или музыка — это особый язык, на котором можно разговаривать? Вот именно музыка — это особый язык. Даже не зная иностранного языка, можно обучать любого студента именно вот музыка, ну, искусству, такому профессиональному искусству. А то, что вот они обучение русскому языку, они все равно проходят. Но нотные знаки у всех одинаковые, нотная грамотность, поэтому, мне кажется, это будет... У нас уже обучается 2 корейца. В следующем году у нас уже будет выпускник из Кореи. У нас уже есть 2 выпускника из Кореи, поэтому мы как бы готовы. А что вам больше всего нравится? Я понимаю, что у вас не музыкальное образование, вы больше педагог, но тем не менее, какой инструмент больше радует душу? В какой класс вы любите заходить? Ну, я с детства мечтала стать учителем, потому что моя мама была педагог, учителем начальных классов, поэтому я мечтала, и эту мечту я исполнила. Закончила педучилище, Магаданский педагогический институт. И вот в 1976 году начала свою работу в Усть-Алданском улусе. Я очень люблю детей. Вообще педагогика — это моя стихия, моя жизнь. Ну, все мое. И музыкальные инструменты в школе я училась, в класс баяна закончила. У нас была маленькая музыкальная школа, и закончила я класс баяна. А потом, когда я поступила в училище, как уже у меня грамотность музыкальная была, и поэтому меня перевели в класс фортепиано. Но это, конечно, очень трудный инструмент. Я сначала думала, что это очень легко, все видно, да, не как на баяне. Но оказалось, это очень сложный инструмент. Но у меня был очень прекрасный педагог. Но, конечно, только вот первые шаги я сделала вот в училище. Этюды, самые простые вещи. Прямо мечтала исполнить Полонез Агинского. Это была моя, мечта. Но, к сожалению, это не исполнилось. Но у вас все возможности, чтобы реализовать свою мечту, поскольку музыка постоянно играет. Поэтому я вообще люблю слушать любую музыку. Я человек советского времени, росла именно вот на песнях наших советских исполнителей. Люблю любые песни. И на работе, конечно, это музыка наших детей. Это и ансамбль скрипачей, и солисты, и симфонический оркестр. У нас же очень много коллективов. Люблю очень виолончельную музыку, скрипичную музыку. И прямо вот люблю... Самое интересное в моей работе — это наблюдать за профессиональным ростом детей. Вот дети поступают в 7 лет, и вот когда заканчивают, начальную школу, потом среднюю ступень, потом высшее, среднее профессиональное образование, потом высшее образование, они же меняются. Некоторые даже бросают где-то в середине, но возвращаются обязательно. Вот это очень интересно. Поэтому люблю я детей. Очень, у меня очень хороший такой тандем с профессорско-преподавательским составом. Я их понимаю, у них очень сложная работа. И потом у наших детей очень большая нагрузка. Они и общеобразовательные предметы проходят, и специальностью занимаются, и музыкальные теоретические дисциплины. Они с утра до вечера находятся в школе. А как действительно идет вот этот воспитательный процесс, и адаптация, поскольку туда же отдают маленьких детей, Да. И они уже очень рано начинают самостоятельную жизнь. В 7 лет. Первый набор даже было с 5 лет. Вот ансамбль скрипачей, там Герасимов, Афония. Почти первый состав скрипачей — это с 5-6 лет. Они прошли все этапы нашей школы. А сейчас у нас по требованию стандарта только 7 лет.
Но я сама вот удивляюсь, да, дети как-то вот очень легко проходят адаптацию. Может, эта музыка помогает, да, и потом наша школа вот называется «Канадская деревня», да, ну, стоит на природе, и вот эти дома канадского типа, да, ну, видимо, атмосфера как-то помогает Милый им. городок. Да, милый городок помогает им пройти вот адаптацию более легко. Получается, даже 5-летние дети живут самостоятельно? Жили самостоятельно. А сейчас мы набираем с 7 лет. И вот начальные классы, они живут в этих коттеджах с воспитателями. Воспитатели. А старшие классы, ну, начиная с 5 класса, живут в общежитии. Но я соглашусь, наверное, с тем, что атмосфера очень сильно влияет, да, поскольку действительно компактный такой мини-городок, уютные дома, которые дают безопасность, такие же дети рядом, их много, музыка повсюду, да, оно, наверное, очень прям сильно влияет. Конечно. Я вот смотрю на вас, да, не будем называть возраст, но вы прекрасно выглядите. Спасибо. Наверное, секрет музыки. Ну, секрет и в музыке, и в коллективе, когда вот человек работает, ну, как бы в хорошем коллективе, когда вот аура хорошая, да, все-таки это тоже влияет на здоровье, на самочувствие. И поэтому я благодарна судьбе, что вот именно я выбрала высшую школу музыки. А когда вы поняли, в какой момент, вы вспомните тот день, когда вы для себя вот поймали эту мысль, да, я на своем месте? Но меня пригласил на эту работу вот первый ректор Василий Афанасьевич Бусиков. Я прошел очень жесткое тестирование. В его кабинете все сидели, вся профессура сидела. Мне задавали очень такие вопросы. Мне, конечно, первый год было, это совсем другое, чем общеобразовательная школа, да. И поэтому как-то вот мне помогли наставники. Вот Вера Ивановна Дичковская, Валентина Романовна Колодезникова, проректор Тамара Прокопьевна. И с помощью их как-то я вот легко вошла в коллектив. И потом уже я не хотела уходить ни на какую работу, потому что и дети вот творческие очень такие, совсем другие. И профессорско-преподавательский состав тоже очень такой, как говорят, работающий. Прямо у них работа на первом месте, они трудоголики. Ага. И поэтому как-то я очень хорошо работаю с ними. Я сама тоже трудоголик, поэтому я думаю, что это... я нашла свое место. А ваши дети не пошли по вашим стопам или, наоборот, стали заниматься музыкой, возможно? У нас с мужем 3 детей. Они выбрали, конечно, никто не выбрал музыку, но они все как-то вот в школе занимались музыкой. Старший сын у меня начал писать рэп-музыку. Ой, как интересно. И музыку. Рэп. Это модно же было, да, когда он в школе учился. Они записывали вот эти песни у нас дома. Вот Гоша Васильев, Джида, да, и «Муравейники», и «Ночная смена», и там приходили наши даже вот учащиеся, играть, тоже помогать, кто на трубе, кто на саксофоне. И у нас в квартире была музыкальная студия. И студия, да. Я их кормила, поддержала в какие-то моменты, да, и они занимались вот этой музыкой. Конечно, не все понимали это направление, но это все равно какая-то часть искусства. Дочка, она танцевала в школе, сейчас она экономист, они уже взрослые дети, а младший сын выбрал юридическое образование. Когда мы сюда переехали, он прослушивался в хоре мальчиков, но его не приняли. Он был очень обижен, что он пел все правильно, слова все знает, а у него как-то
интонации как-то не очень хорошая. Потом он выбрал танцы, Аилга он танцевал. Но все равно творческая Да, да, да. составляющая есть. Ага. Так или иначе, все равно неразрывно с музыкой, да? Поскольку Да, и танцы — это музыка, тоже и потом музыка. они... В то время модно было киберспорт, и все занимались, вот, младший сын играл в FIFA, футбол, дочка играла Counter-Strike, я вот проводили же вот соревнования республиканские, вот полтинника, 50 лет в дворе спорта на большом экране. Я там сидела с молодежью, болела за них. И потом вот такая у нас семья. Раиса Ильинична, это прям замечательно, поскольку редко встретишь такую маму, поддерживающую. Что важно вообще в воспитании? Как это уметь направлять? Как чувствовать, что это правильное увлечение? Ну, мы с мужем педагоги, с образования педагога, и никогда не запрещали детям, ну, что-то вот, не задавали никаких таких вопросов, да, но они занимаются. Они играют. Наоборот, их поддерживали, болели за них. И, ну, вот так. Дети тоже приходили, вот эти все рэперы, вот эти все киберспортсмены. У нас дома всегда было очень много друзей наших детей. И вот с ними я всегда вот, даже ну, в каких-то моментах я им помогала. Читала какие-то эти, ну, как бы в аэропорту там объявляет. И вот такие моменты тоже были. Что важно вот, в педагогике, воспитании детей? То, что касается ваших детей, мы поговорили с вами, а вот и именно воспитанников школы музыки. Да? Что им дается? Вы же говорите, очень такой нагрузка большая, да, учебный процесс очень сложный. Да? И плюс вдали от родителей дети находятся. Но это очень сложный вопрос, конечно. И сложный, и научный, и методический вопрос, потому что детям, конечно, очень большая нагрузка. Но, видимо, когда они играют на инструменте, все-таки это как-то их расслабляет. Это же муза, да? Они играют на инструменте, и через это они вот, ну, как бы весь свой стресс снимают. И потом, это же их любимое дело, поэтому это их вдохновляет. И, конечно, это самое главное, это надо понимать детей. Ну, стараться понять, войти в их ситуацию, как-то помочь именно поддержать какой-то, ну, бывают трудные моменты, да? Ну, и бывает, что они и плачут, переживают. Потом это очень большой стресс, когда они, ну, как бы возвращаются с конкурса без, ну, как бы без премии, без награды, да? Это тоже очень большой стресс. Но педагоги это очень понимают и как-то их поддерживают и направляют уже в другие, ну, как бы русла, поэтому это легко они переносят. Раньше воспитанники высшей школы музыки были представители классической такой истории. Да? Это вот что-то возвышенное, туда попадают избранные, одаренные, талантливые. Сейчас с появлением соцсетей мы видим уже другую картину. Да? Да, безусловно, одаренные дети, талантливые, но желающие также владеть блогингом очень часто появляются в соцсетях. Как относится вообще администрация, школа к тому, что дети начинают снимать, проявляться на других ресурсах? Ну, это как бы, как сказать, это время. Ну, как бы, это тоже какой-то период их жизни. Поиск себя. Поиск себя. И потом наши дети, многие вот играют, если, ну, как бы, сейчас уже можно не скрывать, в ночных клубах. Есть, создают свои группы. Это выпускники, да. Раньше это как-то было
запретно. Не приветствовали. Не приветствовала. А сейчас очень много есть коллективов, которые очень хорошо, ну, как бы украшают вот эти мероприятия. Поэтому я не думаю, что это как-то к этому надо, ну, как бы противостоять. Все равно они потом пойдут, найдут свое место в жизни. Но это, наверное, компенсация, да, как Да, раз-таки да. получение внимания, поскольку на конкурсах, быть может, сегодня. Каким проектом Высшая школа музыки еще может гордиться, поскольку проектов очень много? Насколько мне известно, и детские лагеря заработали у вас. Ну, самый главный проект, это первый проект, это республиканский конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии», который проводится ежегодно. И в этом году мы провели 22-й раз. В последнее время, последние годы у нас участников 500-600 со всех улусов и даже вот из регионов принимают участие. Это поиск, ну, не только одаренных детей, это поддержка детских музыкальных школ. Мы включили номинацию «Музыка для всех», и поэтому и поддержка вот детских садов, средних общеобразовательных школ. Но талантливые дети, конечно, вот мы после этих конкурсов набираем всего 2-3 ребенка. Вот чисто таких одаренных детей. Это не только вот поиск именно одаренных детей, да, это поддержка детей и преподавателей детских школ искусств. А как определяете, вот ребенок одаренный? Потому что все дети любопытные, все детишки очень яркие, проявляются, беззаботные. Как вы это чувствуете? Первый набор мы делаем вот в июне, да, там комиссия сидит, слушает каждого, проверяет ритм, слух, общий интеллект и, прежде всего, конечно, здоровье. Но если вот у ребенка есть слух, хороший ритм, да, интеллект хороший, они вот, ну, как бы мы берем в школу. Но, может быть, этот ребенок дальше не пойдет. Потому что первый раз он, ну, как бы показывает себя очень хорошо, а потом вот в какой-то момент он теряется. Наоборот, есть дети, которые вот слабо показывают себя, а потом проявляются в каких-то классах и становятся вот лауреатами, дипломантами. Поэтому набор, конечно, у нас очень жесткий. И прямо вот это одаренный ребенок так, ну, невозможно прямо. А можно ли одним усердием, одним желанием стать лучшим? Конечно. В музыке? Это можно. Даже очень много случаев, когда вот именно своим, ну, как бы настырно, прямо вот своим этим характером добиваются дети высоких достижений. Какого студента вы особенно вспоминаете? Может, есть яркие имена, которые... Ну, ярких звездочек у нас очень много. Если я сейчас начну называть их, то мы до ночи будем сидеть. И многие у нас работают в симфонических оркестрах города Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, в Марокко, наверное, вы знаете, да, наши арфистские. Но мы этим гордимся. Они проходят очень жесткий конкурс. И поэтому вот буквально недавно приезжала Ира Дагуева. Она работает в Русской филармонии. Сейчас она возглавляет совет выпускников. И вот именно под ее руководством, под ее это проект, они в этом году выступали концертами в городе Москве и Санкт-Петербурге. Именно наши выпускники посвятили концерты 30-летию Высшей школы музыки. Хочу назвать вот Идукина Николая. Он в прошлом году победил в проекте «Молодые оперные певцы». Ну, есть такой проект, и его взяли концертмейстером. Он сейчас работает концертмейстером в Большом театре, именно с молодыми певцами. Так, Катя Скурту, она вот прошла конкурс в оркестре
в Санкт-Петербурге. Сюда она приезжала в составе оркестра Мариинского театра. Ну, много я вот могу назвать их. А вы, бывает так, что приезжаете в какой-то город и ну, вот в план ставите, надо сходить? Конечно. Я вот когда... Ну, часто я езжу в Москву и обязательно встречаюсь с нашими выпускниками. Собираю всех, сидим в кафе, разговариваем. У кого-то концерт, у кого-то какие-то мероприятия. Эти встречи, конечно, дают очень много, ну, как бы позитива и для нас, и для детей. Обязательно мы встречаемся. И когда они сюда приезжают, обязательно вот приходят в гости. Вот буквально сегодня звонил Яковлев Никифор. Он учится в Московской консерватории, и завтра он собирается в школу с другом из Москвы. Хочет показать нашу школу, как он там учился, где жил. Это очень, как бы, обрадовало меня вот эта информация. Что дети возвращаются, вспоминают свой родной дом. Ага, это родной дом. Мы являемся опорной площадкой регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха-Якутия. Это проект нашего главы Айсена Сергеевича Николаева, да, при Малой академии наук. И нас очень поддерживает вот, фонд будущих поколений финансированием. И каждый год мы вот, проводим летнюю творческую школу, собираем детей из улусов. Кстати, у нас есть фирменные школы, высшие школы музыки, опорные школы. И вот с этих школ мы собираем детей на мастер-класс. Это летняя творческая школа. Кстати, вот с 20 августа у нас будет вторая смена. И мы тоже приглашаем Туда может детей. попасть любой желающий. Любой желающий. Даже и он учится... Это ежегодная школа, да? Это ежегодная творческая школа. К нам приезжают профессора из Московской консерватории, из Российской академии музыки. В первой смене у нас была профессор Новосибирской консерватории. Она руководила хором и была очень довольна работой с детьми. Человек всю жизнь себя ищет, тем более ребенок. Сегодня хочет заниматься рисованием, завтра танцами, послезавтра музыкой. Да? Возможно ли попасть в школу, например, в подростковом возрасте? Да, попадают у нас. Ну, мы принимаем, если он хорошо учился в детской музыкальной школе, да. Если если без музыкального образования? Без музыкального образования это, конечно, сложно. Редко, очень редко бывают такие одаренные дети, которые могут поступить у нас в 4 классе, да, в 3 классе. Ну, на фортепиано и на скрипку, конечно, с 1 класса. Это сложно обучать детей в 4, 5, даже вот в подростковом возрасте в таких инструментах. Что важное, самое главное в вашей работе? Самое важное, ну, я считаю, что любовь к детям. Любовь к детям. У нас дети разные. И творческие дети, они тоже очень разные, да, и поэтому к каждому ребенку надо относиться с пониманием. И поэтому, любовь самое главное. Любовь и понимание. Вы счастливый человек? Я очень счастливый человек, поэтому я благодарна судьбе, что выбрала профессию педагога. Очень много у меня выпускников с УЛУСа, с которыми я тоже общаюсь, да, которым уже исполнилось 50 лет, и они приглашают на юбилей, и я чувствую, что я уже в возрасте, как бы, да. И вот благодарность выпускников, это тоже как-то вот вдохновляет меня в работе, в жизни. У меня один выпуск в высшей школе музыки, я была куратором. Они в прошлом году отметили 10 лет. И я счастлива, что они все закончили высшую школу музыки, все трудоустроены. Многие уже женаты, замужем, воспитывают детей. Кстати, вот в нашей школе сегодня 12 детей наших выпускников учатся. 12 детей.
уже наших выпускников. Какой ценный урок или какая цитата вас вдохновляет? Вот именно весь, оценивая свой путь, да, творческий, скажем, да, педагогический, вы извлекли это самое ценное, которое вы хотите транслировать и поделиться с нашими телезрителями, со своими учениками, со мной. Вот Василий Афанасьевич Босиков был очень мудрым человеком. Он всегда говорил, ну, нам, не только мне, да, нам, он всегда вызывал себя в кабинет и говорил, вот, Раиса, помните, в какой школе вы работаете, да, ну, работали, вы сейчас, наверное, не чувствуете это, а потом, говорит, будете вспоминать, в какой школе работали, с какими детьми работали, и с какими, людьми общались, вот это, в этом ваше счастье, он так говорил. Поэтому я часто вспоминаю его, слова. Я очень многому училась у него. Он был очень мудрым человеком. И поэтому я часто вспоминаю его слова, его замечания, его наказы. Поэтому и сейчас вот я вот у нас стоит бюст Василия Афанасьевича, и я почти каждый день, про себя отчитываюсь перед ним, что я, что хорошего делала, да, что-то вот упустила. В общем, продолжаете общаться? Продолжаю общаться с ним. Спасибо большое за вашу историю, спасибо большое за любовь к детям. Действительно, глядя на вас, родители могут увидеть то, что наши дети и вообще музыкальная сфера, музыкальный фон, наше будущее, безопасности в хороших руках. Продолжать вдохновлять, вдохновляться и воспитывать достойное поколение, которое будет создавать вот этот музыкальный фон и погружать нашу Якутию в вот эту прекрасную атмосферу. Спасибо. Спасибо большое.